Вопросики. То есть ни названия, ни ИНН, ничего нет, просто как бы читается. Изменения в законодательстве, касающиеся малого и среднего бизнеса, такие как уведомительный порядок начала предпринимательской деятельности, мораторий на плановые проверки контролирующими органами, некоторые предприимчивые люди восприняли как вседозволенность. В нашем городе таких не соблюдающих закон и правила очень много. Об этой проблеме говорил еще в начале 2016 года наш президент на Всероссийском предпринимательском форуме. Конституция действительно провозглашает право заниматься предпринимательской деятельностью, а уголовный закон говорит о незаконном предпринимательстве. Его преследованию подлежит незаконное предпринимательство. Смысл этого закона, чтобы оградить всех здесь присутствующих в этом зале от недобросовестной конкуренции. Но в целом этот закон направлен на то, чтобы помочь тем законопослушным людям, работающим в сфере бизнеса, которые ничего не нарушают. Потому что всякая подпольная деятельность, она наносит ущерб тем, кто работает в рамках закона. Активисты предпринимательского сообщества «Вместе мы сила» совместно с телеканалом Якутск ТВ, информационным агентством Якутия-Инфо и газетой «Якутск Вечерний» решили наглядно показать, как работают те, кто сидят в тени. Легальные предпринимательские деятельности – это ИНН и ГРЭ. Все. У нас их сейчас в городе нету. А кого их? Хозяин. Хозяин, хорошо. А угол покупателя? Вот, пожалуйста. Нет, а тут должен быть ИНН, ОГРН. Мы видим правила и условия размещения. Мы не видим здесь свидетельств. ИНН не видим. Вы ведете стрижку. Деньги берут. Деньги не берут. Так вот сушатся полотенца после клиентов. Я не знаю, я не владею этой информацией, владеет только руководитель. Руководителю, как я говорю, нет в данный момент. Что посмотреть? Санитарные книжки? Там книжку, да. Все документы говорю уже у руководителя. Нет, санитарные. Покажите свидетельство регистрации. Это что, договор аренды? Да, это не дома. А есть банковский терминал? Нет. А кассовый аппарат? Нет. Вы знаете, что у вас должна сейчас стоять онлайн-касса с 1 июля? Да. Это нарушение федерального. Ну, как бар-магазин. Магазин. А что мы нарушаем? Это разливное пиво, что не так, что ли? Мы по ЕГЭСу работаем. С 2 до 8 же вы должны работать. Только можете реализовывать. Просто порядочек. Оператор, здравствуйте. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. А можно водки заказать? Где находитесь? Дзержинского 9, первый подъезд. Дзержинского 9, подъезд 1. На услуги стоит 195 рублей. Так, мы находимся здесь. Какой адрес? Чеченко? Улица Чеченко, 17. Покупаем овощи и фрукты. Чек, значит, терминала нам выдают улица Ломоносова, 108. И это как у вас называется? А что там не написано? Чеки, да? Ничего не написано. Махмудов, по-моему, должен быть. Санитарная книжка есть? А почему? А свидетельство ИНН? Ну, ИНН у вас есть свидетельство? Да, есть. Вот Просто сейчас на данный момент. в данный момент с собой нет. Нету, да? Они все у хозяина. Все у хозяина. И у вас информационно стендик имеется? Уголок покупателя? Мы недавно открылись месяц назад. Месяц назад. Ну, а свидетельство у вас есть на право? Это все хозяин. Я просто новый пришел, с базы. Не оформлено еще ничего у вас нет, да, получается? Нет, ничего нет. Трудовой договор с вами заключен? Ничего нет? Нет, ничего. Нет, недавно там открылись, там уже там 2-3 месяца уже там работаем. Недавно.
А здесь что? И если есть лицензия на ремонтные изделия, лицензию на ремонтные изделия. Назначение гараж. Что? Назначение гараж. Мы в гараже сидим, да? Да, это Не в гараж. ресторане. 地床这就康复。但是他们要说看看那个这个给这个东西给。 Да, это Это единый комплекс, там вот свидетельство мы смотрели, 550 квадратных метров общей площадью, целевое назначение гараж. В гараже находится медицинский центр, в гараже находится клиника, в гараже находится ресторан и в гараже находится сам гараж, где ремонтируют машины. То есть документы есть, но по факту, где это расположено и как это происходит, не соответствует. А можно ИНН посмотреть? Здесь нет на месте? Все на машине. Машина не приехала. Незаконно. Дома оставили. Поняв, что заработать можно как вздумается, эти дельцы плюют на правила и законы, на здоровье людей, на экологию, на город, на страну. Овощи, фрукты. Муки вон там тут же, вот, чтобы мясо было. Это Назаров Розмухаммад. У вас ИНН есть? Есть сейчас. Здесь есть? Мы Вы же недавно начали. Надо занимаетесь предупреждать. людей? Нет, Мы едем с вами, предупреждать не надо надо. предупреждать. Я к вам захожу Прямо как пройдем. потребитель, понимаете? Я должна видеть уголок покупателя, ИНН, ОГРН, копии этих документов, книга отзывов, жалоб и предложений. Так? Да, у нас жалоб. Ну, Мы это оттуда должно 10 быть. тысяч От нас километров. не Кого-то обидеть не спрашивают. приехали. Мы заработать приехали. ИНН у вас есть или нет? Есть, сейчас придут. Привет. Ну, можно эту копию? Я вот как Сделай, потребитель попозже хочу сделай знать. его, сделай. Документы в другое место будем. Сейчас надо. Церковь не закроется, документы в другом месте. То есть мы тоже где знаем. Прокуратура где знаем. Великолепно. Забороны, это все наш собственность. Выходи отсюда. Вообще. Где вы уже на улице? Где вы? Вот это тоже наше. Мы просто специально так сделали. Что, где наши, еще расскажите? Еще другое место снимите. Пофиг на твои законы. Да, плюю на твои законы. Легальный бизнес, все, кто хочет жить и работать в правовом поле, задают вопрос, когда будет прекращен этот произвол.